Здравствуйте. По традиции время вечерней смены и подведение итогов дня. Сегодня в Южной Осетии не только вспоминают жертв грузинской агрессии августа 2008 года. Траурные мероприятия прошли в Москве и во Владикавказе также. 14 лет назад Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Вынужденное вмешательство России в конфликт и операция по принуждению Грузии к миру помогли спасти тысячи жизней, хотя и ценой многих смертей. Но это был не первый случай агрессии по отношению к народу Южной Осетии со стороны Грузии. Показ фильма киностудии «Алон Фил» Хахте Авдишанта «Горы свидетели» о геноциде южных осетин, его соавтор Григорий Мамиев приурочил к сегодняшней трагической дате. И о своем фильме он готов рассказать сегодня в нашем эфире. Итак, Григорий Мамиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас слышно хорошо, надеюсь, и так будет продолжаться в течение всей нашей беседы. Давайте начнем сразу с сценария, с идеи, как она возникла. Расскажите, пожалуйста, Григорий. Возникла давно. До этого осетинская показали сценарий. Мы сняли то, как они грузинские войска в юг повелись. Вот такой второй этап фильмом, у нас третий фильм, то есть часть этого геноцида. К сожалению, технические условия не позволяют нам гладкую беседу с вами вести. Давайте попробуем еще немного поговорить на эту тему. Расскажите о своем соавторе, с кем вы этот фильм готовили, снимали. Это Юля. Мы работали 8 лет. Делали много всяких передач, документальных фильмов, проектов всяких. Тематика новейшая история Осетии. Ну, вы знаете, когда мы берем за предмет обсуждения новейшую историю Осетии, какой бы то ни было историю Осетии, всегда возникает вот войско диванных критиков, готовых вот с мечом наголо отстаивать свою какую-то историю, свою какую-то теорию. Вот что вы можете им ответить, на базе чего вы снимали? Это документальный фильм, то есть мы взяли только факты. Мы взяли дневник одного из героев того времени, Тагагло. Мы взяли воспоминания тех участников, например, Санакоев Мате, который был один из главных героев. У них остались свои воспоминания. Также фильмы у нас историки, которые достаточно много материалов было изучено, прежде чем выступать в нашем фильме. И, конечно же, в первую очередь, это память людей, которая передавалась из уст в уста, скажем так, да, потому что у нас, почему я говорю, у нас в фильме есть люди, там 90 лет, 90 с чем-то лет, которым рассказывают, как они тогда бежали, какие страшные были времена и вообще много всяких разных историй, которые это все слыша, это каждый раз слезы бывают. И что еще нужно для того, чтобы таких диванных героев, диванных, да, это обо всем говорит. Просто нужно посмотреть фильм, если у кого-то будут какие-то сомнения, я думаю, что таких не будет, только разве что у грузин, которые пишут свою историю.
Вот и все. Я сейчас попрошу вывести наших режиссеров картинку. Мы будем продолжать с вами беседовать о фильме и заодно, вот, чтобы визуал какой-то тоже присутствовал. Название фильма заставляет задуматься, вот о чем или свидетелями чего выступают горы. Так получилось, что Осетия была разделена из-за того, что географически расположена по обе стороны Кавказского хребта. И в советское время было проще управлять, когда одна часть Осетии в Грузии находится, и оттуда идет управление, скажем так, а другая часть, горы, они тогда еще в те трудные времена не давали спокойно просто элементарно передвигаться. Второе то, что вот вы спросили, что вы скажете диванным героям, а вот эти горы все видели. Они через эти горы проходили, те бедные люди, когда их уничтожали, только много было убито только которые проходили через горы. И там болезни, и голод, и холод, и все. И, к сожалению, до сих пор эти горы остаются красивые горы, безусловно, но, к сожалению, они разделяют Осетию. И такая метафора, скажем так, горы очевидцы. То есть только мы можем к горам обратиться, и они знают всю правду, скажем так. Также, наверное, стоит сказать о сюжете, не раскрывать все секреты сюжетной линии. А кто главные герои? Как рассказывали и посмотрели люди, народ, спасибо всем, кто смотрел, это очень важно для нас. Там главные герои тех времен. Это Санакоев Мапе и Гаглоев Рутен. Рутен был политиком, инженером, и тогда еще у него дневники остались. И там он описывает, как у него еще в школе возникло желание прорубить дорогу через горы и связать Осетию. И великим был человеком. И Санакоев Мате, который был главным стратегом, главным в военном плане, который, если бы его военный план, его бы послушались политики, то, думаю, что это в фильме есть, я коротко скажу, и его бы послушались, то думаю, что и 90-х годов бы не было, тоже страшная война, и 8-го года. И мы взяли в фильме еще 100 лет мы взяли, до 8-го года, где есть культурный геноцид. Есть образовательный геноцид, когда путем реформ со стороны Грузии около 25 тысяч человек бежали на север. 25 тысяч человек. Это, я думаю, что безумная цифра для южных осетин. Также и и вплоть до 8-го года. И реконструкции, актеры у нас заняты в этом фильме. Скажите... Много интересного там. Скажите, из кого состоит ваша съемочная группа? И кто в кадре? Это профессиональные актеры? Как вы на них выходили? Я коллега тех актеров. Я сейчас тоже в Государственном театре у себя в гримерке. И своих коллег попросил, которые сыграли тех или иных ролей, или массовку. И еще сыграли там ребята из театра юного зрителя, Дворца детского творчества, которые мои тоже ученики. Сейчас это было 2 года назад, сейчас они уже студенты, большинство из них актерского факультета. И вот основные, не основная, все актерские, они работали, они сыграли.
А как вы помогали войти им в роль? Может быть, вы каких-то консультантов приглашали, Я да? вас не слышу. А, как шла работа над ролью? То есть как вы помогали им войти в роль? Может быть, брали консультантов, каких-то историков, экспертов или что? Как? Нет, никого мы не брали, потому что прежде чем приступать к съемкам фильма, к подготовке фильма, то мы изучили достаточно много материала и также, как я говорил, их воспоминания, да, тех героев. И там видно их характер и достаточно такая яркая биография, явная биография, где описывается даже рост Санакоева Мате, который был 2 метра с чем-то. То есть это крупнейшая фигура и в плане вот физического, и как И такой буквально, да, легендарный буквально, человек. фигурально. Да, скажите, а, вот из-за коронавируса, из-за пандемии вам пришлось, насколько я знаю, отказаться от какого-то первоначального замысла, да, от того, как вы видели этот фильм изначально. Да, мы хотели вообще 2-часовой фильм сделать. И А кроме сейчас сколько? документального и вот реконструкции, мы хотели конкретно вот 2 короткометражных фильма снять. Это «Дзейста Кудзяга», рассказ Хурны Гулен Радганискаса и «Соломы». «Соломы» тоже достаточно известный материал. Но, к сожалению, то есть От чего еще пришлось отказаться, от каких идей в процессе съемки, какие сложности возникали? ну, только вот эти короткометражки, потому что там уже другие ресурсы нужны были, другие массовки. И так как все было под запретом, мы просто не стали рисковать. И вы выбрали остинский язык в качестве повествования. Вы собираетесь переозвучивать, чтобы, например, Да, русскоговорящему зрителю? мы бы хотели, да, и вот Министерство культуры Южной Осетии, вообще их инициатива была, чтобы мы провели презентацию, и это очень здорово. Фильм еще показывали в городе Квайса у нас и в поселке Ленингор. Вечером еще будет показан ГТРК ИР, это юго-остинский телеканал, как вы знаете. И хотели бы, чтобы, я думаю, что Министерство культуры поддержит эту инициативу, скажем так, и не только на русский язык это нужно переводить, но и на английский, и на другие языки мира, чтобы, потому что, снимая этот фильм, мы думали, что чем больше обхват будет, чем больше людей посмотрит, народ посмотрит, тем лучше для нас всех, потому что Южная Осетия давно хочет, чтобы этот геноцид признали. Потому что по всем параметрам, по всем пунктам и ООН, и ОБСЕ, или кто еще там, да, Гаагский трибунал, по всем правилам это геноцид самый настоящий. И чем больше людей посмотрит, тем лучше для мировой истории в конечном итоге. Вы довольны тем, как принимала публика фильм? Что, простите? Довольны тем, как публика принимала фильм? Можете поделиться своими эмоциями и эмоциями людей, которые смотрели? Конечно, это, во-первых, было много народу, очень много народу, многие ушли. Вынесли стулья, потому что место стояли, просто смотрели. Конечно, мы как авторы этого фильма смотрели на реакцию людей все-таки. Да, мы понимаем, это трагедия, это эмоции, но все-таки фильм должен быть фильмом. И да, я могу сказать, что мы достучались до тех людей, опять, которые вот совсем недавно пережили то же самое, что было и в фильме.
И ну, потом были отзывы, очень хорошие отзывы. И ну, как-то не хочется говорить, что это был крутой фильм, потому что немножко это о другом и даже неудобно, так сказать. Но отзывы очень хорошие, и мы дальше еще будем снимать, безусловно. Спасибо вам большое и за то, что благодаря вашей работе, дай бог, трагедия никогда больше не повторится. Вам тут огромное, так как каждый раз и осетинскую Вандею, и этот фильм вы прокрутили, показали народу. И спасибо огромное, начиная с вашего начальства, Каргинова и все ребята, которые в этом участвовали. Спасибо и вам. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Реклама на канале. Не переключайтесь, впереди еще 2 блока. Память об ушедших предках не будет утрачена. В Иравском районе волонтеры восстанавливают старинные осетинские надгробия. Это стало возможно благодаря гранту на благоустройство и паспортизацию могильников. Подробнее об акции расскажут наши сегодняшние гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Марат, ну вы как автор проекта, вам и слово держать. А с вас начнем. Вот сам проект сохранения исторической памяти Осетии «Наследие прошлого». Давайте о нем пару слов. Что он из себя представляет? Спасибо, что позвали нас. Нам приятно любое информационное освещение, так как такая основная цель проекта это была привлечение внимания к этой проблеме. Вот. Но в вашем первых словах чуть подправлю, потому что волонтеры и вообще люди, которые не имеют определенной лицензии, организации, у которых нет лицензии, они не имеют права заниматься благоустройством на тех объектах, которые являются объектами культурного наследия, да. Даже если они не состоят в определенных реестрах. Вот. То есть там чуть-чуть подправка прилегающих территорий. На прилегающих территориях можно заниматься, и то благоустройством так, чтобы не было каких-то строений. К сожалению, у нас очень проблемный этот вопрос. В республике много проблем, которые касаются, то есть рядом с объектами культурного наследия строят целые дома, возводят здания. Вот. Но а так есть 73-й федеральный закон, по которому там, где 400, где 800 метров ничего строить нельзя. Что касается волонтеров и что касается добровольчества в сфере культуры, этот грант был от Российского фонда культуры по нацпроекту «Культура». И данная деятельность, она входит в это направление. Вот. И в этом году был конкурс, мы с ребятами попробовали и подали, как получилось, что выиграли. Нам дали разрешение администрации Иравского района на проведение определенных работ и дали, так сказать, такой карт-бланш Комитет по охране памятников культурного наследия, региональный. До подачи проекта они даже письмом поддержки помогали. То есть они изначально знали о наших планах. Вот. В итоге ваша команда состоит из скольки человек? Ну, в целом, именно команда организаторов, которые работали над проектом, это около 5 человек, если брать еще эксперта, 5 человек. А волонтеры, которые с нами работали, они были из разных, так сказать, есть волонтеры, которые были с Иравского района, ребята, были волонтеры также с нашего ресурсного центра «Доброволец Кавказа», вот Алана их представитель. Вот. И были также ребята, которые ни там не состоят, но видели эту заявку в интернете, подали, и, получается, мы одобрили. То есть мы смотрели заявки, кто подает. Вот, и одобрили, и ребята так поучаствовали в этом проекте. Когда сегодня собирались к нам на эфир, а почему ваш выбор пал вот на этих 3 замечательных людей, которые сидят по левую руку от вас? Ну, у нас как бы до этого тоже были передачи, на которые, скажем, были другие ребята, у ваших коллег на других каналах. Сегодня вот другие ребята. Сармат, потому что он сам тоже директор некоммерческой организации и больше работает в плане как организатор. Мы вместе как бы
работаем. Ну, давайте пусть они сами расскажут Да, про свои обязанности, пожалуйста, да, вот да. в рамках этого проекта. Ну, наверное, начнем с барышни Алана. Я вместе с нашей замечательной командой поехали в Камата Хостел. Чем в основном мы занимались? Как сказать? Ну, в принципе, вам могут помогать и ваши коллеги. Ну, скажи, Ну, Бася, да. Группа поддержки, да. Продолжу за Алану немного. Наша задача основной была как бы осветить то, что существуют такие места, есть наше наследие, есть наследие нашей республики, нашей нации. И это было очень важно. И вот Алана, как основной организатор ребят, именно она отвечала за них. Она проводила такую работу, как фотографии. Алана, что еще у тебя было? Я собирала базу данных, списывала с циртов вот, имена, фамилия, отчество. Ведь это очень сложная работа, там ведь не всегда можно даже разглядеть Да, что-то. некоторые цирты потеряны, к сожалению. А сколько всего единиц вы насчитали вот в проекте? Именно в нашей работе, да. Скажи, твоя Ну, база около 34 мы сделали, но мы, к сожалению, не все обошли. Я не одна все это делала, мне помогали. Кто-то измерял цирты, кто-то фотографировал. Вот. геоданные, GPS. Поподробнее, Ну, пожалуйста. координаты, когда Ага. координаты. То есть это все заносилось Да. в единый реестр? Да, эта группа ребят занималась, у каждого просто парень был с рулеткой, он просто мерил размеры. Да, Алана замеряла, вписывала все эти данные. А что касается надписи, возле одного цирта она вообще 2 часа стояла. Мы стояли и просто ждали, пока она напишет, что же там написано фамилиями, потому что в очень уже таком руинированном состоянии был. Но все-таки она как-то какую-то надпись они вместе разглядели. Вот. Ребятам помогали специалисты? Потому что Да, ведь... да, с нами были Сергей Селезнев и его супруга Оксана Черникова. Да. Сегодня это руководитель и вообще организаторы такого арт-проекта, как Камата Хостел, который, я думаю, что не раз был у вас тоже в студии, ребята были. Вот. И ребята могут сами рассказать за них, что они делали и вообще понравилось ли у них именно в этом контексте работать. То есть не просто жили у них в хостеле, они работали совместно с нами и огромную долю работы взяли на себя. Да, на самом Сармат. деле это было безумно интересно, потому что Сергей и Оксана действительно знающие люди. И несмотря на то, что они вообще не имеют отношения к Остинам, ну, у них просто другая По национальность. этногруппе, да. Да, этногруппе. И, казалось бы, для чего им этим заниматься, но они это делают. А И чем им, они это объясняют? интересом, понимаете, они решили уехать в горы жить, и это потрясающе, потому что это совсем другая среда обитания, другая экология, воздух. И они уехали туда жить, и это как бы стало их делом жизни. То есть к ним приезжают гости, они у них снимают комнаты, кровати. Они живут, и как раз Сергей и Оксана занимаются тем, что показывают им вот эти вот все незамысловатые места. Да, по сути, даже мы, жители Осетии, которые тут всю жизнь жили, мы не знали о том, что есть цирты, мы не знали о том, что у нас такое наследие. Ну вот, и за это им большая благодарность. Георгий, Да, я Георгий. Сармат. простите. Сармат, вот по поводу всего происходящего, ваше деятельное участие заключалось в чем? Наше деятельное участие. Я представлял в этом проекте организацию молодежную. Называется она «Центр межнационального взаимодействия». Вот. Так как это были памятники культуры, не были, они и есть, у каждого народа, у каждой национальности есть точно такие же памятники. И мы работаем не только над нашим наследием, но и над наследием разных национальностей. Ребята очень дружные и решили тоже поехать, помочь в этом проекте. Им это было очень интересно. В дальнейшем мы рассчитываем, что ежегодно будем такие же проекты реализовывать. И не только будем, как это сказать, памятники наши там
ну, реставрировать это громко сказано, а там убирать, чистить, ну и все остальные. То есть мы со всеми национальностями будем в дальнейшем работать. Республика у нас многонациональная, мы этим гордимся, мы это должны сохранить. А дружба с прочими, другими национальностями — это прекрасно, но, как вы считаете, внутри нашего народа мы достаточно дружны? Да, вот на примере наших ребят мы очень дружны. То есть ребята это очередной раз доказали. У нас хорошие Например, вот ребята. чем же? Единым трудом, который Не только, мы же не только там соединяет. трудились. Да, труд, да, он, кстати, соединяет, это неплохо. Но помимо труда, мы же находились в Камата-хостеле. Это целый арт-объект, вы, наверное, слышали, видели, посещали. И, К сожалению, не посещала. Но все впереди. да, они пригласят вас обязательно, увидят эфир и вас пригласят. Помимо вот этого труда, там были и Тренинги тематические вечера, какие-то тренинги, это все сближает, игры. Ребята не только играли в шахматы, и там хорошие интеллектуальные игры были, они работали. Точно так же над съемкой, когда трудились, занимались, сближение было хорошее. А вот сам процесс, вот я видела эти кадры, где надгробие просто похоронено вот в толще почвы. Вот как это происходило? Что нужно было сделать? Ну, Когда мы до нее дошли? Да. Вот давай Лана расскажет. А меньше всего говорит, пусть Лана расскажет. ну, всей командой мы просто толпой, так скажем, собирались. И вот если имена стерты... Вы тоже раньше никогда не сталкивались с этими надгробиями? Нет, вообще нет. Там 99% первый раз вообще в горы приехали. Это какой век? Вот все эти... Они все состав- более 100 лет. Ага. Все более 100 лет. Там если 150 был, 140, 130, вот, все Ладно, более 100. мы вас перебили, продолжайте. Ничего. Мы разбирали имена. Ну, это очень весело было. Мне тоже очень понравилось. Георгий, а вам было весело? Ну, я бы не сказал, что мне было весело. Каково вам было? А вы Что знаете, ощущали? мне очень понравился именно процесс вот этого проникновения в историю нашу. Ну, веселья как такового не почувствовал. Конечно, командная работа — это круто. Но вот когда ты достаешь этот объект, когда ты начинаешь его рассматривать, и ты видишь, что это такое надгробие, над которым работал человек вручную, и ты понимаешь, что вот умер человек, да, ведь по сути вот эти вот надгробия, будем называть их так, да, Да. чтобы не ошибиться, они были, в основном делались для богатых людей. Ну, то есть чем лучше надгробие, чем красивее Уважаемых. оно, да, уважаемых людей, тем, ну, да, более уважаемый человек. То есть там на некоторых были просто имя, фамилия написано, на других были рисунки, изображения, А кони. давайте про рисунки Алана расскажет, потому что вы Конечно. же это все описывали. Что там было изображено? На мужских циртах изображены оружие. Козыри, козыри, да. Да. Кони, сапоги, Кони, да, собаки. сапоги. Сапоги. Сармат Сапоги. подсказывает. Собаки Да, тоже собаки, были. да. Охотничьи, На там, женских голландские, Стрелы, да. луки. А вы могли уже читать? Вот вас научили читать, например, вот вы видите собаку, стрелу. Вы могли угадать уже профессию человека? Ну, в целом это любой здравомыслящий, да, поймет. Да. Да. Где воин, где земледелец, а где женщина. А что Кто- касается женщин, там было какое-то деление? Там орнамент, вот я точно так не объясню. Сверху циртов были орнаменты. Они очень красивые, и в основном они похожи на солнце. Снизу там идти, там будут котелки. Кувшины, Домашняя кувшины, утварь. да, кувшины. Но то, что наши предки любили солярные знаки, символы, орнаменты, это одно. Но вот вы сказали, что можно определить род деятельности, да, но не всегда даже историки могут понять, потому что изображено на надгробии конкретно вот род деятельности человека. Ну, там есть один, где человек, к примеру, дипломат был, там сделали именно мужчину в костюме Да и вы в что? галстуке. Да, в галстуке.
То есть галстук сегодняшний, таким, которым мы его знаем. Но если он не отличался особой какой-то профессией от всех остальных, то большинство они похожи друг на друга тем же орнаментом или утварью. А краска? Вот, На насколько не- я знаю, бывают и цветные изображения. Да? некоторые были прям вот хорошо выкрашены. и прям, Сохранившись да. хорошо. То есть вот вы находили вот это Ну, их надгробие, особо да? искать не надо. Да, ну, или они раскапывали более-менее- его, да? Нет, раскапывать тоже нет, потому что только в одном... То есть их просто нужно было установить. Ну, Где? Они некоторые. так и стояли. Некоторые Нет, были неправильно, да. обвалены. Да, там пару штук всего Там было. вот несколько пацаны подняли наши. Вот. Ну, Но и то это, наверное, нельзя делать. Нам потом начали звонить, говорить, что это все нехорошо. Да, были. Нехорошо. Почему? Беспокоить мертвых? Наверное, показывать, что кто-то делает то, что должен делать другой. Наверное, из-за этого. Вот. А так, по сути, по закону, конечно, их трогать нельзя. Нужен человек с лицензией, который стоит 1,5 миллиона, чтобы он поднял камень. Вот если у вас нет лицензии за 1,5 миллиона, вы не можете поднять камень. Вот он просто будет дальше в сырости разрушаться. И А что мы можем? привлекать внимание к этой проблеме. Вот это могут все, абсолютно. Без грантов, с грантами. Каждый, кто этого хочет, может привлекать внимание к той или иной проблеме. В данном случае вот к этой. А, насколько я знаю, вы останавливаться на этом не собираетесь. Ну, это интересно было. Вот, абсолютно всем ребятам понравилось. Так получилось, что на самом деле 99% первый раз приехали в город. И приехали с какой-то задачей, а не пить, гулять, с какой-то конкретной задачей. Причем у каждого. Даже тот, который вообще, можно сказать, ни к чему не приспособлен, просто ходил с рулеткой. Рулеткой и все мерил, все записывал. И всем понравилось, абсолютно всем. Нам тоже понравилось то, что им понравилось. Это приятно, когда, вот как Сармаз сказал, человек видит какую-то созидательную работу, которая дает определенный результат. В любом случае это всегда нормального, разумного человека радует. Я раньше официально работал с молодежью, и какое-то время и педагогом поработал. И я вижу, что... Я не говорю, что у нас плохая молодежь. Я считаю, у нас очень хорошая молодежь. Просто нужно какие-то... Не то чтобы возможности давать, они есть, но говорить о них и предлагать что-то предлагать. Если предлагать, то всегда найдутся те, которые будут этим заниматься. Будем обязательно подавать дальше, будем пробовать. Ну вот будем в своей голове вы уже сформировали какой-то фронт работы вот для таких удалых парней и девчат? Да, вот Алан, например, с ребятами, они даже свой проект какой-то уже там, будучи в горах, вечером, когда Навеяло. Да, навеяло у них проект, тем более она работает, учится по туризму. В ГМТ учится Так по это еще и туризму. практика у вас. Да. Вот, и какой-то они проект подумывали, чтобы подать. Сейчас она в ресурсном центре, одна из таких активных волонтеров, и совместно с ресурсным центром у нее вся дорога открыта, можно сказать, все шансы на эти гранты и все остальное, потому что в этой сфере ресурсный центр хорошо очень работает. Вот. Ну что ж, тогда будем надеяться, что все задуманное вы исполните, реализуете в ближайшее время, и мы вас еще не раз встретим в этой студии с очередным пунктом, выполненным вот в этом списке поставленных задач. Спасибо вам большое за беседу. У нас еще впереди одна часть, завершающая часть программы, поэтому советую вам не переключаться. Реклама на канале. В Древнем Риме префектом называли того, кто занимал высокую административную, военную или судебную должность, ответственное лицо, в чьи обязанности входило осуществлять контроль за подчиненными и выполнением поставленных задач в определенной сфере.
В современной России вотчина префекта, префектура, административно-территориальная единица, подведомственное руководству города. И от слаженной работы всех этих единиц зависит наше общее с вами процветание и комфортная среда обитания. А потому мы решили периодически знакомить вас, дорогие зрители, с префектами и заместителями префектов нашего города и рассказывать о том, чем живет та или иная префектура сегодня. Кроме того, вы всегда можете звонить нам по номеру телефона и спрашивать, задавать интересующие вас вопросы. А сегодня у нас в гостях Ацамаз Дзотов, заместитель руководителя администрации Иристонского района города Владикавказа. Здравствуйте. Добрый вечер. А вот если рассмотреть вертикаль власти, то на каком уровне находится префектура, да, что ниже, что выше? Ну, конечно же, администрация города. Мы районные администрации, 4 префектуры в городе. Конечно же, мы подчиняемся городу. Это понятно, но кто же подчиняется вам? Нам подчиняются, ну, как сказать, здесь коллектив префектуры, который осуществляет свою работу в части взаимодействия со всеми предприятиями, организациями, находящихся на территории района. Это в первую очередь. А в вторую очередь, и по всему городу у нас, допустим, есть региональный оператор «Эра», у нас есть спецэкосервис, который осуществляет уборку города. Есть у нас домоуправление, есть у нас садоводческие товарищества. Мы взаимодействуем буквально со всеми. Вот буквально недавно ваши коллеги сюжет снимали у нас в префектуре в Иристонской. Проводили мы встречу, собирали туда, и полиция участвовала, и спецэкосервис, и региональный оператор, и домоуправление, и ТСЖ, что немаловажно. Вот большая задача у нас стоит, чтобы объединить вот эту работу, связанную с домоуправлениями и с ТСЖ. Вот ТСЖ, их много, их как-то нужно объединить. Чтобы А вы одни? Как? А вы одни? Мы одни, ну как сказать, одни. Мы не одни, а, я же говорю, взаимодействие со всеми. То есть мы помогаем... Координировать. Мы помогаем связываться с... То, что они, допустим, не могут сами оперативно решить вот с этими предприятиями, организациями, да, то, что я перечислял, с тем же экосервисом, с тем же региональным оператором, мы оперативно вот эти вопросы стараемся решить, и довольно-таки неплохо у нас это получается. То есть вы координируете работу вот этих всех организаций? Можно так сказать, да. То есть мы с утра до вечера, если правильно идет работа, если правильно поставлена работа, если правильно ее делать и любить свою работу, то мы планируем каждую работу, делаем ее так, чтобы на завтрашний день работа была уже поставлена так, что мы знали, что мы завтра делаем. Для этого нужно очень много, скажем так, может, я чуть неправильно скажу, но знать свой район. То есть надо район знать от и до. То есть начиная... Мы тесно взаимодействуем с вузами. Мы буквально все вузы, которые находятся у нас в районе, я лично знаком со всеми руководителями. Мы периодически проводим субботники. Кстати, я хотел сказать, что иногда читаю комментарии, когда говорят о том, что зачем детей задействовать в каких-то субботниках. Мы же сами дети были, мы же студенты были, мы всегда участвовали в этих субботниках и получали от этого большое удовольствие. И сейчас же опять студенты с большим энтузиазмом выходят и участвуют. Буквально недавно мы в Комсомольском парке провели хороший субботник. Сам Алан Угоев участвовал в субботнике. Заместители. Личным примером. Да, заместители, студенты. Мы там провели большую акцию. То есть абсолютно без привлечения каких-либо бюджетных средств мы навели там должный порядок. Дальше это делаем. А вот сами, как вы сказали, дети, или как их называют дети, хотя они уже давным-давно не дети, но студенты, они с воодушевлением участвуют вот в этой инициативе? Вот сколько я этим занимаюсь, вот с каждым разом я больше и больше вижу студентов, которые с большим энтузиазмом выходят и участвуют. Вот обратите внимание, допустим, медицинский колледж.
Посмотрите, как там все красиво, не только на территории медколледжа, Теперь обращу. а на прилегающей территории. Руководитель Ревазов Темураз Дмитриевич, он с большим энтузиазмом подходит к нашим каким-то идеям, всегда идет навстречу. Студенты с большим удовольствием выходят и участвуют вместе с нами в наведении должного санитарного порядка, берут деревья, проводят какие-то мероприятия. То есть это видно, что не все зря. То есть делается В советское время были же выезды на картошку. на поля, мы На ездили, поля, да. да. Все это было, все работало нормально. Ничего там такого нету, ничего постыдного. Тем более мы для кого делаем? Для нашего города. Это для себя мы делаем, для себя порядок наводим. Вы знаете, вот бывает очень неприятно, когда вот буквально мы недавно ликвидировали одну стихийную крупную свалку в районе ГЭС. И собрали мы соседей, прямо там же провели такую рабочую встречу с жителями близ лежащих домов и проговорили на ту тему, чтобы смотрели, следили, и впредь этого не получалось. Все нас уверяли, что это не мы, это откуда-то. Буквально через 3 часа житель там же, который проживает, вынес этот свой строительный мусор туда же, где мы уже убрали, вывез, там выкидывает. Мы сразу это, конечно же, узнали, опять переговорили, нашли его, переговорили. Человек осознал, понял, что да, так нельзя делать. То есть мы и работу проводим большую в части профилактическую, беседуем с жителями. Воспитательную. Я бы не сказал как бы воспитательную, потому что это как-то может быть, я думаю, скорее всего, убедительную. Убедительную такую работу ведем, что убеждаем в том, что надо это нам. А почему, вот как вы думаете, людей, которые живут на этой земле и чьи дети играют вот возле этих стихийных свалок, нужно убеждать в том, что там должно быть чисто и не должно быть мусора? Ну, действительно, да. То, что правильно звучит, не там, где постоянно убирают чисто, а где не мусорят, да. Поэтому я же говорю, вот эту работу мы хотим, чтобы жители призывали соседей, друзей, знакомых, родственников к недопущению скапливания каких-то отходов, мусора. Наоборот, чтобы участвовали в каком-то благоустройстве. Вот как приятно бывает наблюдать, когда очень много жителей возле себя благоустраивают, высаживают цветы, какие-то там деревья, что-то. Это же очень приятно смотреть. То есть, И это очень выделяется на общем фоне. и выделяется, да, и это же видно, это же люди оценивают. И туристы, те самые, за туристов у которых нас мы очень боремся. много, да, туристов очень приятно, поэтому хочется, чтобы каждый житель города, каждый житель республики участвовал. Большая просьба не только критиковать власть, не только ругать нас, что мы что-то не сделали. Да, я не говорю, что что-то где-то мы не успеваем. Вячеслав Эльбрусович Мирзахов, глава города, задает такой темп работы, что, знаете, вот действительно хочется, вот, желание появляется с каждым днем все больше и больше и делать. Поэтому мы много делаем на самом деле. Обратите внимание, вот сейчас контейнерные площадки мусорные красивые появились, да? То есть благоустроили, сделали красиво. Но опять же смотрим со стороны вандализма. Кто-то их ломает. Опять же, хочется сказать, это же не туристы, которые приезжают, они же их ломают, да? Это же наши жители, это же наши соседи, друзья, кто-то знакомые. Вот недавно очень было приятно, когда молодые ребята сломали скамейку, если вы видели сюжет. И повинились. Они пришли сами, сказали, да, это у нас так случайно получилось. Сами же пришли и сами же обещали восстановить. Восстановили, да. Это очень приятно, да. Это большой пример для... Но почему сломали? Ну, всякое бывает, получилось так, да. Но главное, осознали и исправили ошибку. Это очень хорошо. И другие ровесники, наверное, им, кто это увидел, тоже рассказали, увидели. Это хороший пример для подражания, чтобы... Ну, конечно, не ломали, а наоборот, чтобы что-то восстанавливали, наоборот, что-то чинили, что-то участвовали в благоустройстве. Я понимаю, что не хватает каких-то там, не у всех есть какие-то возможности, но
элементарно, когда мы какие-то проводим акции, какие-то субботники проводим. Вот ближайшая акция. Ближайшая акция у нас начинается, уже мы начали, побелка деревьев. Вот если вы заметили, улица Ленина, да? Уже начали побелку деревьев. У нас вот сейчас запланировано это с медицинским колледжем. Вокруг вот Коллевский сквер, вот все вот деревья, то, что по периметру есть, мы их будем белить очень на таком этом, то есть не как, чтобы как попало, вот именно вот по одной грани, по одному уровню, чтобы было это очень красиво, эстетический вид, чтобы был очень красивый. А Эристонский район – тот самый мой любимый район, где я живу с детства. И вот вам ли я могу адресовать вопрос по поводу парковок, по поводу... В том числе и нам. Да, В том числе и нам. нехватки проезжей части. И что, какая-то работа ведется? И, Ну, если вы и как заметили, скоро я смогу свободно маневрировать если по вы улицам заметили, города? очень много город для этого делает. Вячеслав Эльбусович, обратите внимание, сколько уделил внимания парковкам. Вот, как бы это кто не обсуждал, но обратите внимание, вот на ЦУМе, да, вот сделали парковочную зону, и деревья высадили, клены, да, и очень красиво. Расширили, и да. машины уже не стоят хаотично, становятся аккуратно. Парковочная зона есть. Вот сейчас на Барбашова, во многих местах, на Ватутина очень много парковочных зон сейчас благоустраиваются. То есть заметно уже, что где можно аккуратно припарковаться, это очень приятно наблюдать. Делается все красиво. Хотелось бы вот это понимание у граждан, чтобы было. А вот что касается многоуровневых парковок, да, наземных, подземных и прочих, и же с ними. Ну, пока нет. Ну, и есть у нас в Затеречном районе многоуровневая парковочная зона. Кстати, вот в последнее время, раньше как-то это мы видели замечательно, что она не пользовалась спросом. Сейчас практически бывает заполнено машинами. Да, практически бывает заполнено. Да, поэтому... Я думаю, потихоньку, постепенно вот к этому придем, что вот везде, а в части, касающейся незаконной парковки, имеется в виду, где хаотично расставляют машины, в этом направлении тоже большая работа ведется. Очень много машин эвакуируется с тех мест, на самом деле, где это не положено. Это же в том числе и про безопасность. Это безопасность, это нарушается правила дорожного движения, создается аварийная ситуация, бывает очень много аварий, бывают даже конфликтные ситуации, мы не раз это наблюдали, поэтому всегда мы, когда с людьми это обсуждаем, говорим, что это для вашей же безопасности, что так нельзя делать, найдите специальное место, парковочное место, их, слава богу, достаточно, и делается все больше их. За это, конечно, огромное спасибо главе города. А в области градостроительной деятельности и реконструкции это ваша сфера? Нет, это не наша сфера. Нет. Жаль. А также хотела вот в связи с фасадами зданий. Центр, фасады зданий и обилие рекламы, вывесок. Ну, Вот это наше направление работы. Давайте да. я не могу просто не сделать какое-то вступление, потому что я вот уже которого туриста лично своих приятелей, каких-то знакомых привечаю в городе Владикавказе, и все они возмущаются количеству этой рекламы. Зачем вы уродуете здание этими вывесками? Согласен. Огромная работа была проведена и ведется в части касаемо незаконной рекламы. Очень много рекламы демонтировано. Обратите внимание на улицу Ленина, обратите внимание на улицу Ватутина. Проспект Мира, обратите внимание, все было в рекламе. Ничего больше нет, все убрали. Всю незаконную рекламу мы сняли. То есть это делается в рамках закона, выписывается предписание, и если собственник не убирает своими силами, тогда... И вот по вопросу фасадов зданий, да, вот фасадов опять же зданий. в центре города вот эти многоэтажки, построенные в нулевых или 90-х, да, они уже обветшали и требуют какого-то... Да, это сложный вопрос фасадной части. Знаете, вот большая тоже работа в этом направлении ведется, но это чуть сложнее уже. Но несмотря на это, буквально недавно
буквально недавно проспект Мира. Мы начали с проспекта Мира. С В принципе, проспекта. по всему району работа ведется по фасадной части. Те фасады, которые бывают замаркированы, закрашены, забелены неправильно или там находятся в каком-то грязном состоянии, мы им, конечно, также вписываем предписание на устранение. За это есть административное наказание. А Вот в части- на ум приходит многоэтажка еще возле район турбазы, да? Вот это 14 или 13-этажное здание, вот на перекрестке, там, где сейчас ведутся работы как раз, вот оно тоже вызывает недоумение. Ну вот его такое разноцветие, что ли. Да, вот я понял, в Затеречном районе, да? Но это чуть сложнее вопрос. Представляете, вот это огромное Сейчас вы здание. за всех будете отвечать. Это уже получается в части касаемая не... Если мы говорим о каком-то коммерческом объекте, коммерческое здание, то да, мы с ними сейчас работу ведем активно. А что касается многоэтажных домов, во-первых, это ни одно домоуправление не осилит, чтобы вот такие большие дома взять на капитальный ремонт. Для этого есть региональный оператор. Вот, кстати, недавно встречу проводили, региональный оператор по капитальному ремонту тоже там участвовал. Но знаете, большая проблема в том, что население очень слабо подходит к оплате за капитальный ремонт. Ремонт, да. И когда Эти многотысячные начинаем задолженности. дискуссировать на эту тему, да, когда они поднимают вопрос, где они, на какой очереди находятся. Да. И когда поднимают оплаты, у них у дома оплаты там 20%, 30%, они хотят, чтобы вовремя и фасад отремонтировали, и подвал отремонтировали, и крышу. То есть вот недавно регоператор это все грамотно все это рассказал. У нас вот, в префектуре эта встреча когда проходила. То есть от этого зависит, когда пройдет капитальный ремонт здания. Вот. А в части, касающейся, вот, возьмем давайте проспект Мира. Вот буквально мы сейчас недавно приступили, я доложил главе города, что эту работу мы уже начали. Кстати, надо дать должное, что несколько собственников зданий сами обратились с инициативой, чтобы привести свои фасады в надлежащее состояние. Мы прекрасно знаем, что это все объекты, практически все памятники культурного наследия. Поэтому какие-то вопросы нужно сперва согласовать с комитетом, а потом, после того, как согласуют какой-то проект, этот проект, конечно, надо согласовать с архитектурой города, и после этого они приступят буквально вот на стадии начала работ, несколько уже объектов, которые на проспекте Мира в ближайшее время приведут в надлежащее состояние. А вы можете раскрыть, приоткрыть завесу тайны, сказать, что это за объекты? Это частные объекты, коммерческие объекты, находятся на проспекте Мира. Ну, мы увидим. Обязательно, обязательно. Спасибо вам В большое. части, касающейся, еще хотел обратить внимание одно. У нас не только там санитарное состояние, у нас не только реклама, у нас в части еще есть касаемо незаконной уличной торговли. Это вопрос тоже остро стоит. И в основном стоит он по Херсонскому району. Это у нас улица Джанаева, Рамонова. Ежедневно мы там работу проводим тоже. И хотелось бы обратиться к жителям, осуществляющим вот эту незаконную торговую деятельность. Да, там многие могут сказать, что там бабушки, дедушки и так далее. Для этого мы, администрация города, администрация района, провели неоднократно встречи с руководителями рынков. И надо дать должное, руководители рынков пошли навстречу и выделили площадки на территориях рынков. И не так, как это преподносят, что где-то там, в том месте, где покупатель не заходит. Нет, выделили места там, где-то вот в центре, в середине. Но не так, как, допустим, там люди десятками лет в одном месте торгуют, и, конечно, они никуда не подвинут. Но выделили специальные места. Учли потребности. Да, учли потребности, выделили специальные места, но не идут люди туда все равно, понимаете? Вот Но будем надеяться, что после сегодняшнего эфира они пойдут. И более того, мы вас еще не раз увидим в эфире с приятными новостями. Спасибо. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. А я прощаюсь с вами. Это все на сегодня. Увидимся совсем скоро.